Была середина октября. Накрапывал унылый осенний дождь. Штирлиц шел по слабо освещенной улице. Никогда прежде он не был так близок к провалу. Связи нет, кругом враги, нервы на пределе. Было холодно и невесело. Вдруг его внимание привлекла яркая афиша. В неясном свете фонаря русский разведчик прочел «Russian Style». «Наши в городе», — подумал Штирлиц.
узнал бы из тысячи. Выпуская рапсодия Георгия Шендерева, визитная карточка оркестра «Золотая мелодия». Этот прославленный коллектив был сейчас той тоненькой ниточкой, которая связывала легендарного разведчика с Родиной. И его душа распахнулась навстречу русской песне. Живет моя отрада в высоком Крыму, а терем тот высокий, нет хода никому. А терем тот высокий, нет хода никому. Я знаю, красотки, есть сторож у крыльца, никто не загородит дорогу молодца. Пойду я к милой терем и брошусь в ноги к ней. Была бы только ночка, сегодня потемней. Была бы только ночка, да ночка потемней. Была бы только тройка, да тройка порезвей. Была бы только тройка, да тройка Информация к размышлению. «Золотая мелодия». Оркестр народных инструментов. Как боевая культурная единица возник в 1996 году. В совершенстве владеют всеми видами народных инструментов. Пополняя репертуар, не боятся браться за любые музыкальные жанры. Позиционируя себя как камерный коллектив, не стесняются больших площадок. Настоящие профессионалы, бескомпромиссные бойцы за музыкальные идеи, победители международного конкурса в Анапе 2011. Штирлиц понимал, информации слишком мало. Мог ли он слепо доверить свою судьбу малознакомым людям с балалайками в руках? Конечно, мог, но не стал. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст, думал опытный агент, перелистывая пухлое досье оркестра. Приятный тенор Дмитрия Сухих не отвлекал его от раздумий. «Распрямистый рожь, высокая», — бормотал Штирлиц. Хорошая песня. Про нас, про разведчиков. Есть и сицы, и парча, душа зазношка, молодецкого плечка. Душа зазношка, молодецкого плеча. Выйди, выйди в прошлый сад, там на ночи покажу, позавижу чернотую, все товары разложу.
сам плати мне, малые, не дадуся не скупить. Подставляй коню пьяные, ближе к молоку садись. Вот и ночь туманная ждет ударный молодец. Чух идет. Пришла желанная, продает товар купец. Катя бережно торгуется, все боится передать. Парень с девицей целуется, просит цену добавлять. Знает только ночь глубокая, как молодые они. Распрямись, ты ночь высокая, тайну свято сохрани. Распрямись, ты ночь высокая, тайну свято сохрани. У оркестра юбилей. Значимое событие, думал Штирлиц. Вот интересно, что по этому поводу думает Кальтенбруннер. Но нас с вами гораздо сильнее интересует, что по этому поводу думает совсем другой человек. Исполняющий обязанности начальника отдела искусств и образования Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики Елена Александровна Телицына. Добрый вечер, дорогие друзья! Очень отрадно сегодня присутствовать в этом зале, видеть стольких почитателей нашего славного оркестра «Золотая мелодия». Очень приятно видеть, какие у нас молодые, красивые исполнители. И позвольте поздравить от лица министра культуры, печати и информации Удмуртской Республики и аппарата министерства столь знаменательным событием, пусть маленьким, но все равно юбилеем, а коллективу ни много ни мало уже 15, и они снискали уважение своих коллег, получили вот такую благодарную, замечательную публику. Публика благодарная, не слышно. Хочется очень пожелать творческих успехов, вдохновения, счастья, дальнейших творческих успехов и процветания. Я знаю, что коллектив уже у нас неоднократно становился лауреатом многих конкурсов. И вот буквально недавно тоже состоялось славное событие, о котором было сказано. Немножко отхожу от сценария, потому что тут такой строгий Штирлиц стоит, разбавляю атмосферу, но тем не менее хочу сказать, что очень радостно видеть именно этих людей, которые сегодня на сцене, потому что многих из них я действительно знаю лично. И важно очень видеть, как они растут. Растут профессионально, растут творчески. Я думаю, что буквально по итогам этого года многим из них будут вручены награды министерства. А сейчас я хочу пригласить на сцену Екатерину Александровну Лежневу, поздравить ее от всей души, от всего сердца. Атмосфера вновь сгущается. Из досье. Совершенно секретно. Маслова Людмила. Артистка оркестра с 1997 года. Инструмент гусли. Артистичная, яркая исполнительница. Музыкант от Бога. Обладает абсолютным слухом,
обязательно и исполнительно. С товарищами по работе поддерживает добрые отношения. Чем дальше Штирлиц изучал дело, тем больше вопросов у него возникало. Теперь он знал, кто гусляр, но кто такой скоморох? И что за нелепое словосочетание? Думал разведчик под звуки пьесы «Гусляр и скоморох» Александра Цыганкова.
артистка оркестра с 2000 года. Инструмент домбра малая. Сильная, аккуратная, красивая артистка с глубоким внутренним миром. Грамотно, исполнительно, с товарищами по работе поддерживает добрые отношения. Штандартенфюрер был в растерянности. Оркестр на связь не выходил. Сидел в своем подполье и делал вид, что не замечает великого разведчика. Между тем, вокруг стало появляться все больше подозрительных личностей, поэтому Штирлиц не стал рисковать. Подполье было просторным, и он расположился неподалеку. А наверху шел дождь, и концерт золотой мелодии с солисткой театрально-концертной группы «Музыгранты» Лилией Третьяковой. Я не настоящий Штирлиц. Чуть было не выдал себя советский разведчик, но что-то остановило его. Рано, подумал Штирлиц. Пусть сперва русскую споет.
совершенно секретно. Юхнина Мария, артистка оркестра с 2001 года. Инструмент домбра малая. Профессионал высокого класса. Великолепный музыкант, способный исполнять технически сложные произведения. Очень темпераментно, артистично, с товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Русский супершпион опасался красивых женщин, даже если в руках у них было не оружие, а музыкальные инструменты. Раз в 100 лет и палка стреляет, думал Штирлиц, с подозрением разглядывая дом у Марии Юхниной. Но в виртуозных действиях Марии не было никакой угрозы, поэтому Штирлиц спокойно насладился пьесой Александра Цыганкова «Перевоз Дуня держала».
Информация к размышлению. Музыканты, концертно-театральная группа, мобильный, способный работать в самых разных жанрах коллектив, могут выступать на площадках любого размера, при любой температуре и в любую погоду, для любого количества зрителей. В будущем году отметит 70-летний юбилей. «Что-то зачастили они сюда», — подумал Штирлиц, глядя, как за кулисами мелькает атлетическая фигура солиста музыкантов Николая Резникова. Можно было бы попробовать связаться с родной землей через них, но русский разведчик посчитал, что не вправе втягивать в опасное предприятие ни муз, ни тем более грантов. Из оперативных источников. Совершенно секретно. Фирстов Владимир, артист оркестра с 2009 года. Инструмент балалайка Трина. Музыкант виртуоз, артист необычайного по силе обаяния, веселый, общительный, добродушный, душевный человек. С товарищами по работе поддерживает теплые дружеские отношения. Штандартенфюрер любил народную музыку. Иногда зимними вечерами он доставал из сейфа балалайку и наигрывал свои любимые частушки. Это давалось ему с трудом. Балалайка в сейфе сильно потрескалась, к тому же у нее не было струн. Но Штирлица это не останавливало. Поэтому дуэту Марии Юхниной и Владимира Фирстова
он внимал с особой любовью. Информация к размышлению. Секретно настолько, насколько это возможно. Пушина Вероника, солистка-вокалистка оркестра с 2010 года, спортсменка, активистка и просто красавица. Обладательница глубокого проникновенного меццо-сопрано, снискала искреннюю любовь широких масс зрителей, с товарищами по работе поддерживает добрые отношения. Штирлиц пришел в назначенное место немного раньше, чем было условлено. И это было неудивительно, учитывая тот факт, что встреча должна была состояться в кафе, а русский разведчик любил кафе. Здесь было тихо, мирно, а главное, недорого. Ему пришлось ждать минут 15, прежде чем он увидел ее. Она вышла на эстраду и запела условным голосом условный романс.
Маратканова Анна, артистка оркестра с 1996 года. Инструмент доллара бас. Зарекомендовала себя как очень самостоятельно мыслящий, рассудительный, спокойный человек, грамотный и надежный музыкант, беспощадно к врагам серьезной музыки. С товарищами по работе поддерживает дружеские отношения. Условный романс означал только одно – это провал. Штирлиц «Беги» должен был прочесть он в глазах певицы. Но суперагент читал по глазам не настолько хорошо. «Штирлиц, беги!» Это раздался голос из оркестра. Штирлиц насторожился. Через 17 мгновений он был уже далеко, а вслед ему доносился романс Фомина на стихи Подревского «Дорогой длинною». Лето родной земли, русский стиль, русская культура. Все это стало таким далеким. И липовый штандартенфюрер понял, что теряется. К счастью, в этом зале есть люди, знающие о русской культуре все, ну или почти все. Заместитель председателя общества русской культуры Светлана Васильевна Щапова.
Я от Общества русской культуры Удмуртской республики поздравляю замечательный оркестр «Золотая мелодия» с их прекрасным 15-летним юбилеем. У меня в руках приветственный адрес, подписанный председателем Общества русской культуры Сергеем Симоновичем Фефелом. Я не буду читать, конечно, эти прекрасные слова, которые написаны для этого оркестра непременно золотыми буквами. От себя лично хочу сказать спасибо вам огромное, низкий вам поклон за то, что вы поддерживаете русскую культуру и несете ее в массы. Это видно сегодня в зале. Видите, сколько поклонников сегодня пришло к вам на прекрасный ваш юбилей. Если уж страна зовется Русь, то в ней должна быть русская культура. С праздником, с юбилеем вас! Екатерина Александровна. И вам огромное спасибо, Штирлиц. Но мы продолжаем знакомиться с досье артистов оркестра «Золотая мелодия». Оперативная информация. Совершенно секретно. Гараева Надежда. Артистка оркестра из 2009 года. Инструмент Лёва Альт. Серьезная, добросовестная, немногословная. Характер выдержанный, стойкий. Высококлассный специалист, добрый человек и хороший товарищ. Штирлицу не везло. В такие минуты он доставал спички и начинал выкладывать из них слова. Сейчас он попытался выложить «Золотая мелодия», но спички кончились. Взгляд легендарного разведчика затуманился. Его сильно тянуло на родину. И форменным издевательством звучала песня «Что затуманилось, зоренька ясная» в исполнении Виктора Сергиенко. Затуманилась зоренька ясная, пала на землю расход. Что призадумалась девица красная, очи блеснули слезой. Очи блеснули слезой. Жаль мне покинуть тебя, черноокую, ветер ударил крылом. Скоро уж полночь, дай чару глубокую, вспей поскорее вино. Вспей поскорее вино. Время веди ты коня мне любимого, крепче держи под усы. Едут с товарами в путь из Касимова муромским лесом купцы. Муромским лесом купцы. Без для тебя у них кофточка шитая, шубка на лисьем меху. Будешь ходить ты вся злата, облитая, спать на лебяжьем пуху. Спать на лебяжьем много за душу твою одинокую, много я душу
оперативных источников. Тепин Сергей, артист оркестра. Баян, классный специалист, тонкий музыкант, добрый, душевный, порядочный человек. С товарищами по работе поддерживает дружеские отношения. Итак, положение великого разведчика с каждой минутой становилось все хуже и хуже. Оставался еще вариант пролететь как фанера над Парижем, а там через Ла-Манш. Но его Штирлиц почему-то приберег напоследок. Вдруг из репродуктора зазвучал оркестр «Золотая мелодия» под управлением Левана Корякова. И какой-то человек голосом Виктора Сергиенко запел песню с названием «Улицы», которая так нужна была Штирлицу. Поцелуй, ну, поцелуй меня, кума Совершенно конкретно. Антракт.